Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о травмах, которые могут получить дети при прыжках на батутах. Яркие, красочные и, казалось бы, совсем безобидные надувные батуты. Редкий ребенок может спокойно пройти мимо такого развлечения. Почему батуты так популярны? Дети от прыжков на батуте получают огромное удовольствие, поскольку они реализуют свое природное стремление к активным движениям. Прыгая на батуте, ребенок на мгновение может почувствовать себя в полете. Но кроме положительных эмоций, именно на надувных батутах дети получают серьезные травмы. Действительно, надувные батуты и горки крайне травматичные. И это не надуманная проблема. При сильном ветре незакрепленный батут может подняться в воздух и причинить серьезный вред детям, как это случилось недавно в Улан-Удэ. За несколько дней до этого это произошло и в Караганде. Зачастую дети при прыжках на батуте получают различные травмы, прежде всего переломы конечностей. Такое произошло и в нашем городе летом 2018 года. Девочка-школьница, прыгая на батуте, получила серьезную травму ноги. Ей пришлось перенести несколько операций, поскольку был перелом очень сложный. И хотя прошел уже почти год, она до сих пор еще проходит реабилитацию после перенесенной травмы. Во многих городах России случаются трагедии на батутах, вплоть до смертельных исходов. Незакрепленный батут от сильного ветра переворачивается. И хотя для кого-то исходящая от батутов опасность является очевидной, большинство родителей продолжают допускать к ним своих детей. В результате ежегодно в больнице обращаются с травмами, полученными на этих прыгательных аттракционах. Все требования к установке батута прописаны в инструкции завода-изготовителя. Но за правильной эксплуатацией надувных развлечений в первую очередь должен следить владелец аттракциона. Для того, чтобы узнать, знают ли родители правила безопасного поведения детей на батуте, мы провели опрос. Знаете ли вы правила безопасности поведения детей на батуте? На батуте, чтобы сильно не прыгали, потому что можно вылететь из батута. Потом босиком там нельзя, потому что ноги могут. Ой, мы на батут не ходим, мы еще маленькие. Не совсем, но я понимаю, что, во-первых, следить должен человек на батуте, когда не прыгает, да, как я понимаю? Детей мы разуваем их. И говорим, чтобы он не ходил туда. Наверное, много не надо запускать, чтобы не сталкивались друг с другом. Сильно не бегали, не прыгали больно. Как еще? Не толкали друг друга, то есть спокойно прыгали. Так, во-первых, без обуви должен быть ребенок. Во-вторых, на батуте не должно быть, дети не должны быть с острыми какими-то предметами в карманах, чтобы одежда была свободная. Потом соблюдать, наверное, дистанцию вокруг должен ребенок. Быть внимательным. В результате опроса мы выяснили, что родители плохо знают правила безопасного поведения детей на батуте. О том, какие травмы могут случиться с детьми при прыжках на батуте и почему они происходят, нам расскажет заведующий травматологическим отделением бюджетного учреждения Канашский ММЦ Лев Олегович Табаков. Здравствуйте, Лев Олегович. Здравствуйте, Елизавета Ивановна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Лев Олегович, опасны ли прыжки на батуты для детей? Для нас батуты – это очень большая проблема. Особенно это касается детей школьного и младшего школьного возраста,
потому что у них еще не сформированы чувства опасности, и они в процессе игры не обращают внимания на элементарные вещи. А какие именно травмы случаются, когда дети прыгают на надувных батутах? Переломы, вывихи и растяжения – далеко не полный список диагнозов, пострадавших от прыжков на батуте. Более 60% травм – это серьезные переломы пальцев рук, предплечий, запястий, нижних конечностей. 4% случаев страдает позвоночник, ребра, а также голова. На первый взгляд, серьезных повреждений позвоночника намного меньше, чем можно было ожидать, но это достаточно большая цифра. А почему дети получают серьезные травмы на батутах? Характер повреждений зависит от возраста прыгунов. Так, переломы рук и ног в основном получают дети до 10-летнего возраста, а вот серьезные травмы позвоночника и туловища преимущественно подростки старше 16 лет. Вероятнее всего, они прыгают слишком высоко и с большей силой. Но главная проблема в том, что подростки осознанно идут на этот риск. Дети помладше могут не понимать всей опасности, тем не менее они не стремятся рисковать своим здоровьем. А подростки как раз специально пренебрегают здравым смыслом и превышают степень допустимого. Как же избежать травм и сделать так, чтобы прыжки на батутах приносили только положительные эмоции? По моему мнению, везде есть золотая середина. Прыжки на батуте полезны для физического развития детей и дарят им массу положительных эмоций. Травм можно избежать, если соблюсти необходимые простые правила безопасности. Например, перво-наперво необходимо убедиться, что у ребенка не будет возможности вылететь или удариться о твердую поверхность или о других прыгунов. Обучить детей технике прыжков. Если одновременно прыгает несколько детей, то в дополнение ко всему вышеперечисленному нужно говорить, на каком участке батута каждый из них прыгает. Обучить детей технике прыжков. Взрослые должны ознакомиться с правилами безопасности на батутах, а также рассказать о них ребенку, следить, чтобы он им следовал. Не нужно брать с собой посторонние предметы, пищу, вещи с режущими острыми краями. По возможности лучше выбрать одежду без выступающих застежек, молний и других деталей. Из обуви лучше взять чешки или носочки. Все упражнения делать нужно в центре снаряда, не приближаясь к краю. Нельзя прыгать вниз головой или с опорой на руки. Перед прыжками нужно сделать разминку, а при окончании не спрыгивать с батута, а осторожно сойти. Естественно, ребенок должен быть здоров и хорошо себя чувствовать. И обязателен контроль со стороны взрослых. А если все-таки случилась беда, как же оказать первую помощь до приезда бригады скорой помощи? При повреждении верхних и нижних конечностей основное правило – это обездвижить конечность. При повреждении позвоночника и головы лучше всего не тормошить ребенка, придать ребенку строгое горизонтальное положение и ждать приезда скорой медицинской помощи. Любой случай детской травмы, даже если она кажется незначительной, требует обращения к врачу. Относиться к прыжкам на батуте нужно не как к развлечению, а как к серьезной нагрузке, требующей определенной подготовки и учета противопоказаний. При некоторых заболеваниях прыжки на батуте противопоказаны. Если у ребенка есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой или нервной системой, или имеются другие серьезные заболевания, требуется проконсультироваться с врачом, прежде чем разрешать ребенку развлекаться прыжками на батуте. Уважаемые родители, помните о том, что в первую очередь ответственность за здоровье своих детей лежит на ваших плечах. И поэтому вам решать, отпускать ребенка на батут или нет. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.